Какой должна быть татарская девушка? На этот вопрос попытались ответить в концертном зале имени Сары Садыковой. Там состоялся финал конкурса «Татар Казы Таң Йолдызы-2016». Региональный конкурс проводится в 7-й раз. Желание побороться за звание лучшей татарской девушки изъявили 20 конкурсанток. До финала дошли лишь 11. Среди них есть и челнинки, и девушки из Тукаевского и Мензелинского районов. В течение 3 месяцев их учили сценическому мастерству, танцу и вокалу. Кого же выбрали настоящей татарской девушкой? Об этом в следующем сюжете. В день финала конкурса сцена принадлежала 11 девушкам. Кто-то пел, кто-то исполнял татарские народные танцы. Были и те, кто перевоплотился в образы героев знаменитых национальных пьес. Каждая из финалисток конкурса поддерживает традиции татар. Настоящая татарская девушка должна быть скромной, красивой, умной. Бялешиш, пышмак, чак-чак и даже утка. Одно из условий конкурса – это умение готовить блюда татарской кухни. Девушки показали себя как лучшие домохозяйки. Сегодня я приготовила треугольники, так как это очень простой рецепт, и он переходит в нашу семью из поколения в поколение. Они сегодня получились очень красивыми, и я их приготовила сама. Любовь к приготовлению пищи татарским девушкам прививают с детства. В этом примером для участниц конкурса стали не только мамы, но и учителя. Учительница Киямовой Айгуль. Киямова Айгуль – добросовестная девушка, которая имеет все традиции и культуры поведения татарского народа. Поэтому именно ее выбрали. Речь идет о матерях. В прошлом году центральной темой конкурса стала тема войны. В этом со сцены конкурсантки выражали благодарность своим мамам. Именно мамы благословили девушек на участие в конкурсе. Мы с моей мамой выбрали стих Рашид Гарая «Энкейнин игнеринда». Учили его вместе с ней. Было не так трудно. Это стихотворение про то, как было трудно во времена войны родителям. По итогам конкурса Рамиля заняла 1-е место, а обладательницей гран-при жюри признала Руфилю Шакирову. У всех финалисток конкурса большие планы. Кто-то хочет стать певицей, а кто-то врачом. Есть и те, кто мечтает о работе в нефтехимической отрасли. Остается только пожелать им удачи. Константин Величко, Айгуль Юнусова, Дмитрий Рачеев. Новости.